Время вечерних новостей. В студии работает Айсло Мурзакова. Депутаты Джорку Кенеша одобрили 3 законопроекта по территориально-административной реформе в Кыргызстане в первом чтении. Инициатор проекта законов – президент Кыргызстана. Докладчик, председатель Кабинета министров, представил депутатам отчет о ходе реализации административно-территориальной реформы. По словам главы Кабмина, цель АТР – объединить села и расширить города. Это приведет к эффективному управлению и использованию финансовых и человеческих ресурсов. Если до реформы Айлыкмыту было 452, то после АТР их число составит 235. По результатам административно-территориальной реформы территории городов республиканского, областного и районного значения расширены за счет присоединения ближайших территориальных аилных аймаков, аилов, соответственно, увеличилось количество населения. Если до реформы общая численность городского населения составляла от общего количества населения страны 35%, то после проводимых реформ эти показатели увеличатся. 235 айыл аймағы дағы қысқартуларға же өзгөрүүлөргө барат. В состав города Бишкек включены 23 села, 5 поселений. В Чуйской области за счет площадь города увеличилась в 3 раза, а численность населения на 113 тысяч человек. В состав города Ош включены 23 села, за счет чего площадь города увеличилась в 2 раза, а численность населения 91,2 тысячных человек. Ранее АТР на пилотной основе успешно проводилась в Высокурской области и Наринских областях. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров посетил ТЭЦ города Бишкек. Глава Кабмина ознакомился с ходом ремонтных работ на объекте, а также провел совещание с профильными структурами относительно деятельности ТЭЦ. Необходимо провести качественную работу по подготовке ТЭЦ к отопительному сезону с учетом того, чтобы не повторялись нештатные ситуации, как этой зимой. В том числе обеспечить заготовку топлива в необходимом объеме, завершить ремонтные работы в срок и обеспечить готовность оборудования к нагрузкам в зимний период, сказал Акылбек Джапаров, дав по итогам совещания ряд поручений профильным структурам. В Чуйской области органами ГКНБ Кыргызстана пресечена деятельность незаконно функционирующего медресе. По данным комитета, в ходе проводимых проверок выявлена и пресечена деятельность незаконного функционирующего религиозного учебного заведения на территории села Васильевка Аламедунского района, которое осуществляло религиозную деятельность без прохождения учетной регистрации в уполномоченном органе по делам религии. На момент проверки в медресе обучались 33 несовершеннолетних детей. Конкретная учебная программа отсутствует. В медресе опечатано, ученики переданы родителям. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана отмечает, что последние годы среди населения популяризуются религиозные лагеря для детей в период летних каникул, в связи с чем незаконно организовываются и функционируют различные сомнительные учебные центры и лагеря. В этой связи ГКНБ рекомендует родителям при выборе религиозных учебных заведений предварительно проверить законность функционирования указанных заведений. В акции, посвященной 98-летию МЧС при содействии Управления патрульной службы милиции города Бишкек, были остановлены водители. Сотрудники противопожарной службы сначала запросили информацию по предотвращению пожара и провели разъяснительную работу с водителями автомобилей, которые не знали. Затем были предоставлены огнетушители тем, у кого не было этого прибора. Сегодня раздаем огнетушители для водителей на дальнейшее использование по безопасности именно на огнетушение. Вот последний случай в Бишкеке были регистрированы именно внезапное сгорение транспортного средства. У водителя отсутствует огнетушитель, и машина сгорает полностью, вот такие случаи. И из этого момента тоже страдает, получает различные травмы водители, пассажиры и другие участники дорожного движения могут. В последние годы из-за того, что некоторые водители перешли на газовое оборудование, а также из-за резкого потепления, произошло много случаев возгорания авто. В рамках сегодняшней акции водителям была предоставлена подробная информация о том, как пользоваться огнетушителями в экстренных случаях и по каким телефонам обращаться в случае ЧС.
эми машинеге огнетушитель объемга жагышы болот. Огнетушители бывают по объему автомашин. Сегодня мы дарили ОП-2. Объемом охватывает 10 квадратов. Сможет потушить первоначальный пожар. Эффективность 70-76%. Поэтому необходимо, чтобы в каждой машине был этот прибор. Огнетушитель ОП-2. Ал деген ОП-2 болсо 10 квадратка. Первоначальный летчик bu. Здесь мы можем наблюдать, что не у всех водителей припаркованных автомашин есть огнетушители. Некоторые даже не знали, по какому номеру звонить в случае пожара. Каждый автолюбитель должен иметь в своей машине огнетушитель и аптечку. Это даже обязанность каждого водителя. Медициналык баштык анан кийин жолго эмне керек болсо ушу машинаңардын ичинде болсунчу, мен сиздерден суранам. Отметим, страховая компания «Жубили» выступила партнером сегодняшней акции и подготовила специальные сумки для водителей. В ходе акции сегодня сотрудники по противопожарной службы проводили краткий инструктаж водителям транспортных средств. Мы дарили огнетушители как символ, в то же время как и один из важных инструментов по борьбе с пожаром. Следует отметить, что пожарное разъяснение частью водителей уже проведено. Эта кампания будет продолжаться и в будущем. Айслу Мурзакова, Эрмек Кадыров, УТРК Чуй, город Бишкек. В Малом зале администрации Чуйской области состоялось мероприятие на основании указа президента Садыра Джапарова о временном моратории для предпринимателей. В нем приняли участие прокурор Чуйской области, налоговая служба и предприниматели со всех районов области. Основная цель – устранить проблемы, с которыми сталкиваются бизнесмены, и предоставить подробную информацию о переходе на единое окно. Президент Садыр Джапаров подписал указ о временном запрете проведения проверок субъектов предпринимательства в текущем году. Как сказано в указе, за исключением проверок, осуществляемых по запросу должностных лиц государственных органов с приложением документов, материалов и другой подтверждающей информации в случае выявления субъектов предпринимательства конкретных фактов нарушения закона, вводится мораторий на проверки субъектов предпринимательства, проводимые правоохранительными и иными уполномоченными органами, имеющими право на проведение проверок субъектов предпринимательства до 31 декабря текущего года. В сегодняшнем мероприятии Министерством экономики и коммерции, районным налоговым органам, а также полпредством Чуйской области была проведена разъяснительная работа по их деятельности и по правам предпринимателей. Основным направлением встречи с предпринимателями были рассмотрены вопросы внедрения и применения контрольно-кассовых машин, электронных накладных, электронных счетов. Также налоговые служащие из каждого района предоставили информацию по внедрению аппаратов ККМ. Общая численность субъектов предпринимателей 220-230 человек. На сегодняшний день 90% перешли на единый налог. И также у 90% есть ККМ-аппараты. Единый налог у них по ставке нулевой процент. В среднем от 2 до 4 тысяч оплачивали ежемесячно. Патент только. Плюс соцфонд, страховые полисы. На сегодняшний день оплачивают только соцфонды, и кассовый аппарат почти 90% стоит. Кроме этого, предприниматели смогли получить ответы на свои вопросы и обсудить проблемы, которые возникают в их бизнесе. Мы взяли землю в Высокотинском курортном зоне. Никаких затруднений с налогом нет, но мы хотели бы открыть рыбное небольшое хозяйство. Было бы хорошо, если бы решили этот вопрос. Такие встречи с предпринимателями продолжатся и в дальнейшем. Причина в том, что сегодня приехали лишь 10% бизнесменов региона. Айслу Мурзакова, Эрмек Кадыров, УТРК Чуй, Чуйская область.
Количество государственных аптек Эль-Аман достигнет до 100 до конца года. Об этом сообщил глава отдела обеспечения лекарственных средств южных областей государственного предприятия «Кыргызфармация» Данияр Туруканов. По его словам, к столетию образования Каракыргызской автономной республики есть планы довести количество госаптек до 100. В настоящее время по всей республике открыты 84 аптеки. К концу недели ожидается открытие еще 2 новых аптек на юге страны. В Республиканском учебном центре Министерства внутренних дел состоялась лекция, посвященная вопросам охраны природы и экологии. Организатором мероприятия выступила общественная организация «Союз охраны природы Германии» в Кыргызской республике, известная своими инициативами по защите окружающей среды и повышению экологической грамотности населения. Лекция собрала молодых людей учебного центра, которые с большим интересом слушали специалистов в области экологии. На мероприятии поднимались важные темы, касающиеся сохранения биологического разнообразия, устойчивого использования природных ресурсов, а также современных экологических вызовов, стоящих перед человечеством. Лекторы акцентировали внимание на роли каждого гражданина в охране природы и на том, какие конкретные действия могут помочь сократить негативное воздействие на окружающую среду. Наша основная цель – это повышение экологической грамотности населения. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек понимал свою ответственность за окружающую среду и принимал активное участие в ее защите. В Кыргызстане мы проводим лекции, семинары, организуем волонтерские акции и поддерживаем различные экологические инициативы. Молодые люди активно участвовали в обсуждениях, задавали вопросы и выражали свою заинтересованность в дальнейшем углублении знаний в области экологии. Многие из них выразили желание присоединиться к волонтерским программам и акциям по уборке мусора и посадке деревьев, организуемым НАБУ. Безусловно, такие мероприятия очень важны. Они расширяют наш кругозор и помогают нам понимать, что мы можем сделать для улучшения окружающей среды. Кроме того, это отличная возможность для нас, как будущих сотрудников милиции, научиться взаимодействовать с населением по вопросам экологии и пропагандировать важность сохранения природы. Важным аспектом подготовки сотрудников милиции является их знание и понимание экологических вопросов. Это необходимо для того, чтобы они могли вносить свой вклад в обеспечение экологической безопасности и чистоты, особенно в свете того, что страна делает акцент на развитии экологического туризма. В рамках реализации указа президента от 2022 года о мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости в Кыргызской республике мы начали совместными усилиями проводить серию лекций для наших слушателей, обучающихся в Республиканском учебном центре. Цель проведения данных лекций – это повысить уровень, базовый уровень знаний наших слушателей об экологии, об экологической безопасности. Потому что мы считаем важным, чтобы сотрудник милиции обладал этими знаниями и вносил свою лепту в обеспечение экологической безопасности, в обеспечение чистоты в городе Бишкек и также на других наших территориях. Проведение подобных мероприятий является важным шагом на пути к формированию экологически ответственного общества. Организация НАБУ дальше планирует продолжать свою работу по экологическому просвещению и вовлечению молодежи в деятельность по охране природы, стремясь к тому, чтобы каждый гражданин осознавал свою ответственность за будущее нашей планеты. Сымбат Алмазова, Самаган Таирбеков, УТРК Чуй. Сегодня стартовал международный арт-фестиваль «Алыкул-фест». Среди участников поэты, писатели, художники, скульпторы, музыканты и рукодельницы, прибывшие из различных областей Кыргызстана. В этом году фестиваль приобрел еще больший масштаб, привлекая литераторов и искусствоведов из Турции, Казахстана, Узбекистана, а также даже из Каракалпакстана. Всего из 11 зарубежных стран. Главной целью мероприятия является популяризация творчества кыргызского поэта Алыкула Усмонова как среди местных жителей, так и среди тюркских аудиторий. Фестиваль приурочен к 110-летию поэта.
Алыкул Осмоновтун канатурларын. В рамках Международного арт-фестиваля «Творчество без границ» собрались талантливые художники, музыканты, литераторы и скульпторы, стремящиеся поделиться своим искусством с публикой. Всего 11 номинаций, охватывающих различные направления искусства. От живописи и литературы до скульптуры и музыки каждая номинация становится не просто площадкой для выступлений, но и пространством для ярких и уникальных творческих проявлений. Арт-фестивале деп уюштурдук. В Сокулукском районе стартовали соревнования энергетиков по профессиональному мастерству. Мероприятие проводится в целях повышения качества и безопасности выполнения ремонтных работ. Соревнования продлятся до 16 июня и участвовали всего 10 команд. Сегодня в Сокулукском районе собрались энергетики Чуйской области, чтобы продемонстрировать свои навыки в области энергоэффективности и управления электроэнергией, а также обменяться своим опытом с коллегами. Это помогает формированию новых стратегий и решений для современной энергетики. Сегодня в Сокулукском районе проходит очередное плановое соревнование по профессиональной подготовке среди служб электросетей Чуйской области. Сокулукский район выбран не случайно, потому что у нас в Сокулукском районе Сокулукский электро-РЭС является материально-технически обеспеченным. Хорошая база у нас, также, как вы видите, хороший полигон у нас есть для этих соревнований, поэтому выбран Сокулукский район. Я хочу пожелать, что эти соревнования чтобы прошли удачно, без всяких происшествий, потому что здесь идет обмен опытом, здесь идет делиться своими знаниями, а также чтобы знали друг друга и помогали. Кто победит в Чуйской области в этих соревнованиях, уже выйдет на республику. Это будет соревнование между другими областями. Потом также победитель республиканского будет участвовать уже в международных соревнованиях. Дмитрий Скоморешенко более 15 лет работает мастером Высокотинской районной электростанции. Его задача на этом соревновании не только победить, но и продемонстрировать свои навыки и знания в области распределительных энергетических систем, повышению энергоэффективности и сплоченности команды по обеспечению устойчивости энергосистем. Работаю в этой сфере уже 13 лет, с 2013 года. В целом о работе хорошая работа, все устраивает. Безаварийно работаем. Условия нормальные, хорошие. И в жару, и в холод мы всегда выходим на работу для безопасно, чтобы подача электроэнергии нашим любимым жителям. Как говорится, свет и тепло в каждый дом. Энергетики представили широкий спектр навыков, от проверки знаний действующих правил, инструкций и норм до тушения пожара при чрезвычайных ситуациях. Участники не только показали высокий уровень профессионализма, но и внесли значительный вклад в развитие современной энергетики. Следует отметить, такие мероприятия будут проводиться каждые 2 года. Не только среди энергетиков с Кыргызской республики, но и будут приглашены участники из других стран. Айкен Муратбекова, Сенбек Усенов, УТРК Чуй. Сборная Кыргызстана по футболу сегодня, 13 июня, вернулась в Бишкек из Умана. У трапа самолета их встретил главный секретарь Кыргызского футбольного союза Сыдыков Медербек и зампредседатель Кабмина Идиль Байсалов. Напомним, 11 июня в азиатском регионе прошли матчи 6-го заключительного тура 2-го раунда объединенных отборочных игр чемпионата мира 2026 и Кубка Азии 2027. Сборная Кыргызстана впервые в истории вышла в 3-й тур отборочных игр на чемпионат мира. На этом у меня все. Эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТРК Чуй, а также в социальных сетях Instagram, Facebook УТРК Чуй.